Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова. И в начале коротко о главном. Вода подступает все ближе. Уважаемые уфимцы, проводится эвакуация. Вследствие повышения уровня воды в реке Юрмаш. В регионе продолжают следить за половодьем. Подтопления есть, но пока не катастрофичные. Все службы созданы, задачи поставлены и МЧСу, и Госкомитету, и МВД по охране общественного порядка, Центра общественной безопасности. Тенденция устойчивого развития. Общие показатели развития экономики, состояние экономики, я думаю, дают нам основание говорить, что мы идем правильным направлением и, в принципе, готовы и к дальнейшим испытаниям. Все самое главное, чем запомнился визит полпреда президента в Уфу? Какие объекты больше всего впечатлили Игоря Комарова? Для меня всегда большое событие и приятное событие посещение Республики Башкортостан. Асфальт по новой технологии. Здесь используется нефтяной битум для производства как раз-таки дорожного покрытия. И в данном случае он с применением пластика. Пока башкирские ученые работают над составом для ремонта дорог, ямочный ремонт в регионе вышел в активную фазу. Аномальное тепло в Башкортостане продолжается. Паводковая обстановка в регионе мониторится с повышенным вниманием. Сейчас на контроле находится 17 ситуаций в 12 муниципалитетах. И хотя потопленных жилых домов нет, вода тем не менее добралась до садовых товариществ. Как в регионе встречают паводок, расскажет Динар Таймасханова. Уважаемые уфимцы, проводится эвакуация. Вследствие повышения уровня воды в реке Юрмаш. Такие сообщения услышали жители садовых товариществ. Благо, эвакуация не потребовалась. Тем не менее, более 80 участков оказались в воде. Ренат Гельмуддинов встретил стихию с лопатой в руках. Так он помогает ей уйти быстрее. В его СНТ «Рябинушка» и соседних товариществах дворы превратились в полосу препятствий. Без резиновых сапог не пройти. Основной момент воды был вчера. Лед тронулся весь. Вода поднялась, и в итоге за ночь она упала до утра. Все, нормально, ситуация как бы... Что-то затопило у вас? Не. Это одна из улиц СНТ «Рябинушка». Уровень воды между домами на первый взгляд составляет 10-15 сантиметров. Есть еще участки с нерастаявшим снегом. Я стою на пересечении двух улиц на таком стихийном мостике. И здесь видно активное движение воды. Всего в этой части города расположено 11 садоводческих товариществ. Спасатели для их защиты возвели насыпь и расчистили русло реки, чтобы не дать воде выйти из берегов. Когда уровень Юрмаша резко пошел вверх, на лед вывели экскаватор, чтобы ликвидировать опасный затор. Все службы созданы, задачи поставлены и МЧСу, и Госкомитету, и МВД по охране общественного порядка, Центра общественной безопасности. Если там какое-то население, какая-то помощь нужна, она все будет отработана. Пунктов ПВР у нас 78-я школа, место там оборудовано. Людей заверили, паниковать не стоит. В школе развернут пункт временного размещения, а группировка сил останется рядом, готовая прийти на помощь в любую минуту. У нас полностью проживает 9 домов, это 15 человек на постоянной основе. Пока обстановка стабильная, но 2 последних участка у нас, 10-11, были вчера подтоплены. Если будет еще паводок подниматься, то все зальет основательно. И дома людей, они уже на грани подтопления находятся. Есть риск, что и в дома зайдет, конечно же, вода. Все гидротехнические сооружения региона готовы к пропуску большой воды. На Юмагузинском водохранилище чашу подготовили заранее, спустив уровень воды до минимальной отметки. До верхней границы остается еще 19 метров. После чего во время паводка
уже наполняем до 260-й отметки. Это нормальный подпорный уровень водохранилища. При этом нормальном подпорном уровне наше водохранилище имеет емкость 456 миллионов кубических километров. Водохранилище выполняет 3 задачи, и выработка электроэнергии далеко не главная из них. Стратегический объект построили, чтобы регулировать уровень Бел и обеспечивать водой города в засушливое лето, а весной срезать пики половодья. Объемы сбросов и притоков, то есть регулирование водохранилища, у нас осуществляются межведомственной рабочей группой, которая выдает нам рекомендации на пропуск половодья. Проводятся снегомерные съемки до половодья, оценивается объем притоков и осуществляется регулированием. Ожидаем, что пики половодья у нас во второй декаде апреля пройдут и водохранилища перейдут в режим набора воды. За ситуацией следят и с воздуха. Вертолет К-32 на прошлой неделе пролетел над Белой, Инзером, Овзяном и акваториями Нугушского и Юмагузинского водохранилищ. На этой винтокрылую машину можно было наблюдать над Симом, Зелимом, Юрюзанью и рекой Уфой. Сейчас мы мониторим состояние территории так называемой зоофимия, где у нас находится садовое товарищество. И здесь риск подтопления от реки Юрмаш. На сегодняшний день на контроле находится 17 ситуаций в 12 муниципалитетах. Подтоплены 9 участков дорог, 6 низководных мостов и 103 приусадебных участка. Что важно, в жилые дома вода не добралась. В ближайшие сутки специалисты прогнозируют выход рек Быстрый, Таныp и Ай на пойму. Мониторинг продолжается в круглосуточном режиме. Динара Таймасханова, Ренат Кашапов, Булат Закирьянов. Итоги недели. Действенные меры по поддержке промышленности и социальной сферы. Хороший темп роста инвестиций и не только. Столь высокую оценку работе властей региона дал полпред президента Игорь Комаров. Федеральный чиновник на неделе посетил в Башкортостане целый ряд объектов, а также провел расширенное совещание по вопросам общественно-политического развития республики. Затронули все аспекты, в том числе поддержку участников СВО и их семей. Мой коллега Руслан Батыргареев расскажет подробности визита. Школа начиналась наша строиться в 2022 году, очень непростое время. И, конечно, мы видим сегодня уникальное здание. Мы открыли 16 февраля 2026 года. Визит полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в Уфу начинается с посещения Центра образования номер 164. Это самая большая школа в ПФО, рассчитана на 2200 ученических мест. Несмотря на то, что новая школа в Кузнецовском затоне работает месяц, на сегодняшний день мы можем гордиться, что нас уже стало 1300 детей и работает больше 80 учителей, сотрудников. Центр образования укомплектован всем необходимым современным, в том числе мультимедийным оборудованием. Здесь есть все для качественного получения знаний, говорят преподаватели. Игорю Комарову показали учебные классы, спортивный блок, организацию питания. Во всех столовых Уфы, да, Ильдар? Так точно. Мы сделали вот такую посуду. Это тоже очень важно. Посмотрите, как они одеты. Все это так мы сделали. То есть вот вообще система. Это всех в Уфе одели. В Уфе мы прям это. В Уфе очень сильно. Нравится вам? Ознакомился Игорь Комаров сегодня и с условиями, созданными в новых помещениях филиала Госфонда «Защитники Отечества». Они открылись в конце прошлого года. Теперь такие вопросы, как трудоустройство, социальная и психологическая помощь бойцам, решаются в одном месте по принципу единого окна. Очень важно, когда на федеральном уровне наши проекты внедряются и в другие регионы, и когда отмечают нашу работу с лучшей стороны, как флагман по Российской Федерации, мы только гордимся. Потому что у нас самое большое количество социальных координаторов. На той неделе мы увеличились до 130 человек социальных координаторов. Большую и разнонаправленную работу филиал Госфонда ведет с бывшими участниками специальной военной операции. В частности, состоялось вручение удостоверений ветеранов боевых действий. Несколько человек получили рекомендации к заключению социального контракта. Так государство поддерживает предприимчивых ветеранов. Я занимаюсь строительством, до специальной военной операции занимался строительством. Сейчас я решил маленько расширить свой род деятельности, и надо прикупить один станочек, и чтобы заниматься еще больше. Выпускать материал хочу, короче. Это секрет фирмы, как говорится, не все же карты на стол.
Не только работу с участниками и ветеранами боевых действий высоко оценил полномочный представитель президента. Игорь Комаров подчеркнул, что в Башкортостане на высоком уровне организована помощь семьям участников СВО. Весь блок вопросов, который связан с СВО, мы знаем, что непосредственно главы республики проходят через него и через правительство республики. И мы это видим, и это на самом деле чувствуется по всем задачам, начиная от комплектования вооруженных сил и оказания помощи СВО, оказание помощи предприятиям ОПК. Но для меня всегда большое событие и приятное событие посещение Республики Башкортостан. И сегодня действительно хорошо поработали, впечатлили объекты, которые мы сегодня посещали. Вопросы, связанные с поддержкой СВО и в целом развития республики, Ради Хабиров и Игорь Комаров обсудили во время рабочей встречи. Я доложил сегодня полномочному представителю президента в нашем округе о темпах развития нашей республики. Мы не прячем, как говорится, голову в песок и не говорим «все хорошо», потому что время чрезвычайно сложное. Это мы должны понимать. Но, тем не менее, общие показатели развития экономики, состояния экономики, я думаю, дают нам основание говорить, что мы идем правильным направлением и, в принципе, готовы и к дальнейшим испытаниям. Игорь Комаров, в свою очередь, высоко оценил эффективность работы управленческой команды республики, а также отметил устойчивую динамику развития Башкортостана. В завершение полномочный представитель президента России и глава региона провели расширенные совещания по вопросам общественно-политического развития республики. Руслан Тргареев, Артур Ханов, Родион Матвеев, Иван Шабрин. Итоги недели. О развитии региона говорили и в Госсобрании. Правительство Башкортостана отчиталось об итогах работы за прошлый год. Обновление школ и медучреждений, строительство жилья и дорог, рост промышленного производства. Затронули все сферы. По многим рост показателей, на чем, разумеется, власти не собираются останавливаться. Об итогах и планах в следующем сюжете. Непростое время как для региона, так и страны в целом. Однако Башкортостан показал рост валового продукта, увеличил инвестиции и объем федеральных дотаций. Ради Хабиров высоко оценил работу Кабмина и поставил новые задачи – от сохранения занятости до цифровой трансформации. Сейчас мы, скажем так, рабочая группа под моим руководством работает над началом такого, знаете, системного внедрения искусственного интеллекта и цифровой трансформации нашей республики. И я полагаю, что в самое ближайшее время те решения, которые мы пока внутри себя сформировали, я обозначу в каком-то широком собрании, и мы начнем эту работу. Потому что это тоже часть, которая поможет нам выдерживать в сложных, не очень богатых ресурсами годах для того, чтобы решить вот те задачи, которые стоят. Поддержка участников СВО и их семей остается безусловным приоритетом. В Башкортостане действует 55 региональных мер. Это самый высокий показатель в ПФО. Бойцы проходят реабилитацию в госпитале ветеранов войн, который по итогам прошлого года признан лучшим в стране. Во всех муниципалитетах работают координаторы фонда «Защитники Отечества». Наша задача – совершенствовать региональный пакет мер, повышать их эффективность, обеспечивать полноценное трудоустройство и социализацию возвращающихся ветеранов. Мы примем соответствующие решения по поддержке работодателей, расширим охват реабилитации наших бойцов. Очень доступна должна быть наша помощь, а значит, мы такие условия должны создавать в муниципалитетах. И создание центров поддержки для участников СВО и членов их семей, их сегодня у нас 29 в республике, это то, что позволит прежде всего оказать помощь нашим ветеранам по месту их жительства. Экономика уверенно смотрит в будущее. Поставлена задача довести валовый региональный продукт до 4 триллионов рублей к 2030 году. Сомневаться в успехе не приходится. Ведь за прошедшие 7 лет прирост инвестиций составил более 75%. Темпы роста инвестиций в республике практически 2 раза опережают среднероссийские показатели роста. В прошлом году объем инвестиций достиг рекордной суммы – 853 миллиарда рублей. Несмотря на высокую базу и 2024 года, в прошлом году тоже мы увеличили инвестиции в основной капитал. Башкортостан поднялся на 7-е место в национальном рейтинге научно-технологического развития. И эти достижения позволяют региону направлять серьезные ресурсы на развитие сельских территорий и социальной сферы. Наряду с традиционными возможностями для увеличения промышленного производства в нашей республике были разработаны оригинальные, новые
экономические инструменты, которые, конечно же, позволили привлечь и инвесторов с других регионов, в том числе и из-за рубежа. И действительно, Башкортостан сохраняет курс на развитие внешнеэкономического сотрудничества с дружественными странами. Сегодня в работе Кабмина 3 крупных международных проекта. Создаются российско-таджикские и башкирско-узбекские технопарки, где Башкортостан выступает ключевым оператором. Республика также принимает участие в создании российско-белорусского инвестиционного кластера. 5 лет назад глава республики определил векторы нашего внешнеэкономического сотрудничества. Даже тогда, когда еще не предполагалось, что нам придется выбирать и определять дружественные или недружественные страны, глава республики уже тогда определил те страны, которые сегодня для нас являются дружественными. И сегодня мы работаем в них уже по несколько лет. Башкортостан уверенно закрепляет за собой статус одного из самых сильных регионов в спорте, культуре и туризме. Единственный субъект страны, второй раз получивший национальную спортивную премию. А проект «Сельский тренер» лег в основу федеральной программы «Земский тренер». Только за прошлый год театры республики получили сразу 7 золотых масок. А сам регион второй год подряд занимает 4-е место в рейтинге событийного потенциала России. Обновляются дома культуры, поднимая искусство в отдаленных населенных пунктах на другой уровень. Вот в этом году мы тоже получили средства и также на обновление репертуара. И в этом году у нас 20 районов участвуют в реализации проекта именно по домам культуры. Каждый район получит 4 миллиона 400 тысяч рублей именно на обновление материальной базы. И, конечно, мы рассчитываем, что уже в августе мы увидим еще больше наших счастливых зрителей. Аграрии республики уверенно входят в десятку крупнейших производителей страны. Объем сельхозпроизводства вырос на 7%. По валовой продукции Башкортостан удерживает тройку лидеров ПФО. Активно идет и комплексное развитие сельских территорий. По этому направлению республика в числе ведущих. И, конечно, главное вложение, по словам главы региона, в людей, их здоровье и образование. Альфия Аминева, Динара Таймасканова и Артур Ханов. Итоги недели. От детских писем до автомобилей повышенной проходимости Башкортостан направил на территорию спецоперации юбилейный 175-й гуманитарный конвой. Комплектование организовано силами государственных и общественных организаций, предпринимателей, волонтеров. Но самое время подвести предварительные итоги. За все время бойцам была оказана гумпомощь на сумму более 4 миллиардов рублей. Согласно статистическим данным, на передовую передано более 11,5 тысяч дронов. Большая их часть произведена в регионе. Планируется усилить поставки радиоэлектронных систем, высокотехнологичного оборудования и современной экипировки. С 1 апреля вступили в силу сразу несколько важных нововведений. Оформить кредит теперь стало сложнее. Банки ужесточили требования к заемщикам. А вот заселиться в отель, напротив, проще. Изменения коснулись и социальной сферы. Выросли пенсионные выплаты. Обо всем по порядку в репортаже Анны Морозовой. Сегодня цифровизация – неотъемлемая часть нашей жизни, меняющая все ее аспекты. 1 апреля новшества коснулись и путешественников. Теперь для заселения в гостиницу или пансионат не обязательно предоставлять паспорт. Если отель подключен к единой биометрической системе, достаточно приложения госуслуги. Получить ключи от номера отныне можно и с помощью водительского удостоверения. Если в данной сфере все стало проще, то в финансовом секторе наоборот. Теперь при оформлении кредита банки и микрофинансовые организации будут учитывать только официальные документы. Выписками по счетам можно будет подтверждать только зарплату, пенсию, социальные выплаты и доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества. При этом о полном переходе только на официальные доходы говорить пока рано. Например, банки по-прежнему будут принимать во внимание то, что укажут заемщики о себе в анкете. Но этот доход должен быть не выше, чем среднедушевой доход в регионе. Первоапрельские изменения коснулись и социальной сферы. Так, пенсии некоторых категорий россиян выросли почти на 7%. Речь об участниках боевых действий, ветеранах Великой Отечественной войны, детях, потерявших кормильца, а также пострадавших от радиационных катастроф. Кроме того, на повышенные выплаты могут рассчитывать пенсионеры старше 80 лет и инвалиды первой группы. В регионе изменения затронут более 104 тысяч жителей. Писать какие-либо заявления для индексации не надо. Средний размер социальной пенсии увеличится более чем на 1 тысячу рублей. Фактический размер прибавки
у каждого получателя будет зависеть от индивидуального размера пенсии. Изменения произошли и в стоимости ОСАГО, а именно в коэффициенте бонус-малус. Это показатель безаварийного вождения. Если по вине водителя за год не было ДТП, полис для него подешевеет, а если были, подорожает. Если у автолюбителя уже минимальный коэффициент 0,46, то он не изменится. То есть такой автолюбитель достиг уже самой большой скидки от страховой компании. Самый высокий коэффициент – это 3,91, но это, наверное, у самых убыточных клиентов. Касаемо сферы здравоохранения, с 1 апреля в России расширили программу неонатального скрининга младенцев. Теперь стало возможным выявить на ранних стадиях еще 2 заболевания. Они относятся к наследственным нарушениям обмена веществ и без ранней диагностики могут привести к тяжелым поражениям нервной системы. Изменения коснутся и налоговой сферы. С 24 апреля в силу вступит обновленная форма декларации по туристическому сбору. Анна Морозова, Ирина Кальянова и Шамиль Каримов. Итоги недели. С 1 апреля в Башкортостане ввели ограничения для движения большегрузных машин на трассах регионального и межмуниципального значения. Общая масса не должна превышать 6 тонн. За этим внимательно следят инспекторы на пунктах весового контроля. Также в республике запускают асфальтобетонные заводы, что позволило перейти к активной фазе ямочного ремонта горячей смесью. Впрочем, не исключено, что скоро состав привычного нам асфальта может измениться. Ученые Уфимского нефтяного университета предложили добавлять в него переработанный пластик. О том, как новые технологии и строгие штрафы могут продлить жизнь дорогам, расскажет Даниэль Байков. После нанесения битума и горячей смеси поверхность выравнивают виброплитой, и от ямы не остается и следа. Так ремонтируют участок трассы Чишме-Аксенова-Киргиз-Маяки, который является дорогой регионального значения протяженностью 37 километров. Процесс ямочного ремонта заключается в том, что приезжаем, осматриваем ремонтную яму, очерчиваем контура, вырезаем фрезой. Во многих районах республики уже на полную мощность работают асфальтобетонные заводы. Их порядка 50. Запускают постепенно. Благодаря модернизации предприятия в Чишминском районе его производительность выросла до 80 тонн продукции в час. Занимаемся ремонтом еще дорог, вот как в прошлом году было и в Буздякском районе. И раньше мы занимались и в Уфимском районе, Чекмагушевском районе, то есть Кушнаренковском районе. Вот поэтому география большая, объемом сравнительно у нас очень маленький объем ямочного ремонта. А вот в Уфе из-за ранней весны сезон ямочного ремонта стартовал уже 23 марта. На одном из предприятий столицы применяют еврофракции щебня. Смесь выдерживает 300 циклов замораживания и оттаивания. В данный момент отгружается у нас Калининский МБУ Калининского района. Отгружаем горячую асфальтобетонную смесь типа А. Смесь эта достаточно хорошо себя зарекомендовала. Она выдерживает более тяжелые, скажем так, нагрузки условий эксплуатации, количество трафика растет. Нормально все, да? Продукты же везет? Главное ограничение весны. Помимо проверки документов и содержимого, инспекторы Ространснадзора и Центра организации дорожного движения следят за весом грузовиков. Он не должен превышать 6 тонн. За нарушение эвакуация транспорта и штрафы до 500 000 рублей на должностных и юрлиц. Исключение сделали для перевозчиков лекарств, продуктов, животных, техники для сельхозработ и ликвидации ЧС. Их наказывать рублем не будут. У нас в республике работают комплексы автоматической фото-видеофиксации, вот как раз о которых вы говорите, которые объезжают некоторые нерадивые перевозчики. Мы сейчас работаем над тем, чтобы не объезжали. Мы ежегодно устанавливаем специальные посты, которые, заградительные какие-то такие мероприятия делаем для того, чтобы объезд был затруднен. Ямы и колеи образуются в том числе по вине водителей машин с перевесом. Дороги у села Мурсалимкино в Салаватском районе, а также в Ишимбайском и Гафурийском – яркое подтверждение. Ущерб от большегрузов в прошлом году оценили в 20 миллиардов рублей. Глава Башкортостана поручил разработать 10-летнюю стратегию защиты дорог от перегруженного транспорта, чтобы перевозчики понимали, ездить с нарушением будет невыгодно. Для дорог нашей республики большой ущерб наносит транспорт, который возит грузы с превышением допустимых размеров. От станции весового контроля мы
в Дорожный фонд республики собираем до 1 миллиарда рублей. Мы бы этим не занимались, но зачем нам, казалось бы, там ставить эти весовые контроль? Ну, не слышат нас. Вот поэтому мы будем использовать сейчас передвижные станции весового контроля и постоянно. Вот этот миллиард, он сразу идет на фонящие дороги, соответственно, опять же, возвращается в дороги. У нас, опять же, нет самоцели, по идее, штрафами там людей там измучить. Ездите нормально, и не будет штрафов. Помимо принятия государственных мер, над сохранением дорог работают и ученые. Студенты и молодые ученые нефтяного университета разработали экологичную технологию производства асфальта с переработанным пластиком. Новый материал делает покрытие более прочным и долговечным, со сроком годности от 5 лет, и выдерживают температурную нагрузку от минус 30 до плюс 50 градусов. Разработка создана по федеральному проекту «Приоритет-2030». Над ней трудились около 20 человек. Исследователи говорят, что благодаря новшеству число ям и трещин на покрытии значительно сократится. На данный момент при анализе температуры размягчения битумного материала мы достигаем охлаждения, то есть термостатирования до 4-6 градусов, чтобы посмотреть, как будет вести себя битум в асфальтобетонном покрытии, то есть он будет размягчаться или же не будет этого делать, для того, чтобы наши дороги были более стабильными и не поддавались размягчению при более высоких температурах. Пока ученые ищут покупателей разработки, в стране впервые за 20 лет приняли ГОСТ на асфальт для дорог, мостов и аэродромов. Документ ужесточает требования к температуре размягчения не ниже 45-62 градусов, а также качеству материалов. Государственный стандарт призван сократить частоту ремонтов. Полимерно-битумные вяжущие свойства, стандарт вышел, да, БПМВ, он предназначен, входит одним из компонентов в верхний слой асфальта и обеспечивает до 3-4 лет увеличенный срок эксплуатации асфальта. Да. Появились новые показатели качества, порядка 7 показателей, то есть расширены по номенклатуре, по паспорту качества. И очень важный показатель — появился эластичность. Глава Башкортостана поручил ускорить работы по ремонту ям, которых уже насчитали более 7 тысяч. Устранить их на региональных трассах планируют до 1 июня, а на дорогах местного значения до 15 июня. Даниль Байков, Вахид Халимов. Итоги недели. Почти 200 студентов колледжа Башкортостана прошли на межрегиональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». С победителями отборочного турнира на неделе встретился и глава Башкортостана в парке «Патриот». Ради Хабиров рассказал им о поддержке среднего профессионального образования. Он отметил, в последние годы у выпускников школ растет интерес к рабочим специальностям. Если 3 года назад на всероссийский конкурс «Профессионалы» заявлялись около 1000 человек, то в этом более 30 тысяч. Выпускники СУЗов востребованы на высокотехнологичных производствах и на промышленных предприятиях, особенно там, где внедряются цифровые решения и искусственный интеллект. Все-таки и усилия государства в России, у нас в республике, направлены на то, чтобы, первое, повышать качество образования, второе, улучшать и повышать инфраструктуру колледжей, мастерские учебные классы, общежития, вот это все, это тоже повышает привлекательность самих колледжей. Власти региона активно обновляют материальную базу колледжей. За последние 4 года в республике отремонтировали 32 здания СУЗов. Еще 5 учебных заведений пройдут капитальный ремонт в 2026. По федеральному проекту «Профессионалитет» создано 19 кластеров с современным оборудованием. По их количеству Башкортостан на 1-м месте среди регионов. От участия в межрегиональном этапе я в первую очередь жду новых знакомств, новых каких-то открытий, может, более углубленного обзора на свою специальность. В Башкортостане продолжают реставрацию памятника Салавату Юлаеву. Специалисты проводят химико-технологический анализ. После изучения пораженных участков эксперты определили методологию проведения работ по восстановлению объекта. За почти 60 лет на открытом воздухе монумент сильно обветшал. В прошлом году его сняли с постамента и отвезли в одну из уфимских мастерских. Параллельно приводят в порядок площадку, на которой он стоял. В Институте развития городов представили концепцию территории после комплексного обновления. Детали расскажет Алия Альтубаева. Таких трещин, разломов много на памятнике. Вот такие моменты.
Это все будет заливаться, реставрироваться. Где-то может что-то подвариваться. Памятник культурного наследия Башкортостана проходит один из важнейших этапов. Прежде чем приступать к работе, специалисты изучили каждый сантиметр рабочей поверхности. Мы сейчас чистим для понимания, сколько этих трещин, какие они, как их закрывать, чем их закрывать. Литое все должно быть все ровненько. Ну а потом уже будем пескоструить и снимать его до егошнего натурального цвета. И чтобы прийти к этому, важно определиться с правильным методом очистки. Поверхностное загрязнение памятника уберут механически. Затем в ход пойдет химия. С помощью составов получится максимально бережно убрать старую краску. Ему обещают вернуть исторический темно-серый цвет. Большую часть работы займет верхняя часть лошади. Повреждение настолько сильное, что прямо рядом со швом образовалась трещина, так называемый порванный чугун. Вот сейчас мы сделаем вскрытие и видим паранитовые прокладки, которые были, которые уже изгнили, истлели, которые нам тоже придется менять и заполнять новыми современными герметиками. Мы рассчитываем на то, что все-таки вот сейчас у нас спектральный анализ придет, потому что 2 недели назад приезжали специалисты и нам дадут окончательно состав, по которому мы будем работать, заплавлять. Памятник Салавату Юлаеву, подобно конструктору, состоит из более чем 60 отдельных элементов, и разбирали его в порядке обратном историческому монтажу. Но вот один из них за годы был утрачен – медальон на груди коня, и реставраторам предстоит его вернуть. Параллельно готовят площадку, куда вернется статуя. Чтобы понять состояние грунта под памятником, геологи пробурили у кургана 3 скважины и извлекли для изучения образец – керн. Затем геофизики измерят скорость и свойства горных пород, чтобы убедиться в безопасности работ. И вот сейчас мы проводим как раз такие исследования методом межскважинной сейсмотомографии как раз под памятником. Мы можем смотреть, что находится между скважинами на глубине. Результаты экспертизы придут через месяц. Надземная часть, стилобат, обрамленный гранитными плитами, находится в стабильном состоянии. Сейчас под особым вниманием экспертов уже фундамент. Это сваи, заглубленные на 14 метров. Нормативный срок службы фундамента, выполненного из бетона, составляет 100 лет. Наш памятник отстоял уже почти 60 лет. В связи с этим необходимо более детально изучить фундамент и, возможно, при необходимости поменять именно тело бетона, а не усилить, как предусмотрено ныне согласованной проектной документацией. О начале комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву глава республики Ради Хабиров объявил еще 2 июня прошлого года. Тогда же проектная документация прошла госэкспертизу. Специалисты заменят поврежденные части нержавеющей сталью, восстановят конструкции и нанесут антикоррозийное покрытие. Если бы мы это не сделали, то за нас бы сделала природа и негативные процессы, значит, старения естественного памятника. Поэтому сейчас, слава богу, как говорится, мы начали эту работу. Вся республика за этим смотрит. У нас есть общественная комиссия, которая, значит, мы договорились, она сопровождает все этапы строительства. Поэтому план у нас такой. Октябрь 2027 года, если каких-то там чрезвычайных не будет изменений или чего-то неожиданного сейчас не откроется в состоянии памятника, октябрь 2027 года ко Дню Республики должны открыть. На части общественных пространств руководитель региона ознакомился с концепцией Уфимской площади, ландшафтным дизайном, смотровыми и зонами отдыха. Территория кардинально преобразится, чтобы достойно встретить своего главного героя, символично к его юбилею. Ведь в следующем году самой скульптуре исполнится 60 лет с момента создания. Алия Эльтубаева, Вахид Халимов. Итоги недели. Уфа. Ну и одной из главных спортивных новостей стала победа башкирских хоккеистов. Салават Юлаев обыграл «Автомобилист» в домашнем 6-м матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Уфимцы выиграли серию со счетом 4-2 и в четвертьфинале сыграют с «Локомотивом». Противостояние выдалось непростым и по-настоящему жарким. Предлагаю вспомнить самые яркие моменты. Репортаж Артема Кочешева.
Салават Юлаев подходил к шестой игре серии с преимуществом в счете. Куда важнее был фактор домашней площадки, на которой сложно играть любому сопернику уфимцев. Но автомобилист не собирался уступать даже перед чужими болельщиками. В состав Салавата вернулся Евгений Кузнецов, пропустивший пятую игру. И в первом периоде звездный форвард отметился, но со знаком минус. К тому моменту хозяева уже вели в счете. Отличился другой Кузнецов Максим, который стал для Салавата в этой серии едва ли не главной ударной силой. Кузнецов! Однофамилец автора заброшенной шайбы своих партнеров подвел. Удар клюшкой в своей зоне и, как результат, 5 минут штрафа. Гости наказали. Напомнил о себе Брукс Месси, который находился в тени всю серию. Во втором периоде Салавату пришлось непросто. Перестало работать то, что получалось раньше. Автомобилист начал переигрывать соперника. Скрытый бросок Максима Денежкина вывел команду из Екатеринбурга вперед и заставил замолчать Уфимскую арену. Но, к счастью для местных болельщиков, гости вели в счете недолго. Под мощный бросок Алексея Василевского подставил клюшку Родуолт. 2-2. Впереди была нервная концовка. На домашней площадке всегда лучше играть. Тебя гонят болельщики, у тебя появляются определенные силы, эмоции. Я в свои 40 лет, мне кажется, сегодня бегал как в 18, по своим ощущениям. Развязка наступила на последней минуте третьего периода. За 33 секунды до сирены Роман Горбунов вывел автомобилист вперед. 3-2. Казалось, серия переедет в Екатеринбург. Салават снял вратаря, но времени почти не оставалось. То, что случилось дальше, иначе как чудом не назвать. За 4 секунды до финальной сирены Шелдон Рэмпл нашел Евгения Кузнецова у чужих ворот. Шелдон и... Какое-то спокойствие было внутри, пустота. И, наверное, с возрастом приходит это понимание, что нужно биться до последней секунды. И, не знаю, я, наверное, не припомню таких эмоций, когда забивал гол. И, не знаю, наверное, самый важный гол в моей карьере. Мне сейчас сложно сказать, но, опять же, если мы даже о чем-то хотим говорить о более высоких вещах, мы не должны упускать такое преимущество. Евгений Кузнецов, всю серию боровшийся с травмами, дисквалификацией и критикой, в одночасье стал героем Уфы. Первый овертайм голов не принес. Защитники действовали не безупречно, но вратари спасали. Игра перетекла во второй дополнительный отрезок. Точку в этом хоккейном марафоне поставил Шелдон Рэмпл. Кузнецов шайбу подбирает и... Гол! Просто отличная передача. Это был скорее хаотичный момент. Шайба крутилась у ворот. Я увидел, что Кузнецов подхватил ее, и мне оставалось только открыться под передачу. Он талантливый игрок. Мне нужно было лишь оказаться в нужном месте. Салават Юлаев выигрывает серию со счетом 4-2 и выходит в следующий раунд плей-офф, где их уже поджидает Ярославский Локомотив. А автомобилист, который провел фантастический матч и был в 4 секундах от спасения, покидает Кубок Гагарина. Артем Кочешев, Ренат Кашапов. Итоги недели. Неделя запомнится еще одним важным событием – атакой БПЛА на республику. Впервые дрон попал в жилой дом в Уфе. К счастью, обошлось без жертв. Мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрим рубрику «Между нами». Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов и наша традиционная рубрика «Между нами». Весна наступила стремительно, солнце светило всю неделю, снег и морозы остались где-то позади. Зиму пережили, причем пережили без серьезных коммунальных приключений. У нас ведь как, если что-то случается, то и злой шум до небес и ищем виноватых. А если ничего не случается, то вроде бы и не за что хвалить. Так вот, давайте скажем спасибо нашей системе ЖКХ за благополучную зимовку. Значит, хорошо готовили сани летом. Ведь подготовка к отопительному сезону начинается сразу после его окончания.
продолжает оставаться в зоне особого внимания и контроля всех чрезвычайных служб и уровней власти и паводковая ситуация. Но здесь говорить спасибо еще рано. Зато смело можно сказать спасибо ПВО и нашим экстренным службам за защиту и реакцию на массовую атаку дронов, которая случилась в минувший четверг. 11 украинских беспилотников летели на Уфу, были сбиты 9 из них, спасибо зенитчикам. Последствия падения 2 БПЛА, один из которых врезался в жилую многоэтажку в центре Уфы, четко отрабатывали все, кому положено – спасатели, правоохранители и гражданские власти, республики и муниципальные. Пострадавших нет, пожар потушили, людей приютили, ущерб возместят. Если перефразировать крылатое выражение Глеба Жеглова, порядок в стране определяется не наличием проблем, а умением властей с ними справляться. Наши справляются. Что расстраивает лично меня? Что каждый раз находятся диванные критики, которые разгоняют в своих пабликах паническую волну на радость врагу. И здесь рецепт один – ответственность. Тут, как у собаки Павлова, условный рефлекс фильтрации телеграм-базара, лучше всего вырабатывается наказание. В минувшую неделю вообще много чего уместилось, о чем уже подробно рассказали мои коллеги в итоговом выпуске. Тут и визит полпреда Комарова, и отчет правительства перед парламентом, и жаркие хоккейные баталии с победой родного Салавата Юлаева с драматическим сюжетом и фееричной развязкой. Почему Салават вырвал серию у автомобилиста? Да потому что нам эта победа нужнее, потому что мы ее выстрадали. Салават Юлаев, как птица Феникс, восстал из пепла. И когда в начале сезона команду практически похоронили на дне турнирной таблицы, руководство республики сделало все возможное и невозможное, чтобы ее поддержать, понимая, как много хоккей значит для республики, для всех нас. Ведь в груди болельщика Радия Хабирова тоже зеленое сердце. Между нами еще на одном событии хотел бы акцентировать ваше внимание. Очередную свою встречу с молодежью провел Радий Хабиров. На этот раз с лидерами чемпионатного движения «Профессионалы». Это лучшие студенты колледжей и профлицеев, будущие высококвалифицированные рабочие. И от кого-то где-то я услышал, зачем глава региона тратит свое драгоценное время на это? Неужели нет более важных забот и проблем? Странная постановка вопроса, честно говоря. Если вы не работаете с молодежью, с ней будут работать другие. И, скорее всего, против вас. И кто влияет на молодые, еще не окрепшие умы, затем и будущее. Это прописная истина политики, государственной политики. Продуманная молодежная политика, она ведь в долгую, как кадровые инвестиции. Тут нужен системный подход. Вот и взял Радий Хабиров за правило регулярно встречаться с молодежью в самых разных ее ипостасях. Студенческой, сельской, бизнесовой, рабочей, научной, креативной, призывной. То есть с участниками военно-учебных сборов в нашем парке «Патриот». Да, все эти молодежные группы разные, со своими интересами. Но вне зависимости от прически, увлечений или акцента, их объединяет стремление к признанию, успеху и самореализации. А Башкирия заинтересована, чтобы эти свои стремления молодые кадры реализовывали дома. И для этого с ними надо общаться, знать, чем они живут, и доносить до них, что сегодня важно для страны и республики. И для нас важны все эти ребята, без исключения. И бойцы возрожденных студотрядов, и молодые студенты или трактористы, и панки с косплеерами. Важен ведь не столько цвет головы, сколько ее содержание. Ошибаться можно, врать нельзя ни себе, ни детям. И в завершение хочу воспользоваться служебным положением в бескорыстных целях, как почетный КИАО Мирюзовского района. Сегодня тещины именины. С днем рождения, мама! Здоровья и дождаться благополучного возвращения твоего сына домой с фронта. До свидания, берегите себя и своих близких. С вами был Руслан Шарафутдинов и рубрика «Между нами». Все будет хорошо.